Касается реформ, скажу в двух словах. Когда я начинаю слышать про всеобъемлющие, тотальные, глобальные реформы, у меня первая мысль – жди беды. Поэтому думаю, что точечные, постепенные, экспертно обоснованные, выверенные решения – это также почти единственный путь. Что можно сделать? Первое, что приходит в голову. Да, соглашусь, что партийно-мажоритарная система должна прийти в нашу выборную систему, в парламент. Это повысит и ответственность, и, я думаю, станет определенным фильтром для качества нашего парламентаризма. Кроме того, все-таки думаю, что за неимением возможности провести реально всеобъемлющие тотальные реформы, то делиться полномочиями со стороны исполнительной власти в пользу законодательной – это нормально. Парламентарии могли бы взять на себя функции, мы могли бы им это делегировать, утверждение руководителей министерств, отдельных ведомств и так далее. Вот это реальный путь. Разговоры о том, что мы сейчас в одночасье все изменим, для меня они не представляются реалистичными. И ряд еще каких-то шагов, которые могут значительно оживить ситуацию во многих сферах. Это не отменяет того, о чем говорил Роберт Иванович, о серьезной реформе, большой серьезной реформе, но начинать нужно не через 5 лет, когда избранный 15 февраля или чуть позже президент начнет задумываться о втором сроке, а прямо желательно побыстрее и немедленно. Вкратце так.